бараннах сыллар уоргаларгар, отнан ухурар толонноргар, үрен кыхыл эйлеспет кемигер, үтімен үгіз санамек көрігер, ухарыллан бухан катан тақсыбыт, ухуну кеңі тол куйдан ырыппыт, ешейдар бараха батын аттығын, ихирек тылынан ақтан ағығын. В Национальном центре аудиовизуального наследия есть много уникальных кадров, отснятых не только в Якутии, но и за ее пределами. И мы сегодня вам хотим рассказать о первом тюркологическом съезде, который проходил здесь, в Баку, в далеком 1926 году. Эти кадры для нас имеют историческую ценность, так как в этом съезде принимал участие видный государственный и политический деятель Исидор Никифорович Барахов. На тюркологическом съезде в Баку Исидор Барахов был избран в состав президиума делегации Якутии и принял самое активное участие в работе съезда. Вместе с ними были известные писатели Якутии: Анипадис Сафронов, Алампа, один из основоположников и классиков якутской литературы, талантливый поэт, прозаик и драматург; Алексей Иванов, Кюнде, известный якутский поэт, литературный критик, автор учебников и пособий по якутскому языку. На этих кадрах могла бы быть и другая известная личность – основоположник якутской литературы Алексей Кулаковский, эксекулях, но судьба распорядилась иначе. Из-за тяжелой болезни он остался в Москве, где скончался 6 июня 1926 года. Следует отметить, что Барахов еще раньше, в начале 20-х годов, интересовался вопросами развития якутского языка и письменности, а также проблемами двуязычия, поэтому тема съезда для него была особенно актуальна. Как известно, якуты с 1917 года первыми из тюркоязычных народов стали использовать основанный на латинице алфавит, составленный Семеном Новгородовым, и поэтому могли поделиться своим опытом. Доклад Исидора Барахова по вопросам перехода к латинскому алфавиту и по истории дореволюционного якутского алфавита вызвал живой интерес участников, особенно у азербайджанских ученых-тюркологов. Исидор Никифорович рассказывал о достижениях Якутии в области образования, языкового строительства, подробно остановился на проблемах, связанных с некоторыми недостатками действующего алфавита. Глубокое знание дела, ораторская способность Исидора Барахова поразили тогда многих крупных ученых-тюркологов. Первый тюркологический съезд, проходивший во дворце Исмаилия, был одним из значимых событий того времени, положивших начало новому этапу новой культурной интеграции между тюркскими народами. В съезде приняло участие более 100 депутатов. Среди них были известные востоковеды-историки, например, академик Василий Бартольд, академик Сергей Альденбург, представитель европейских ученых профессор Менцель. А само заседание проходило под председательством председателя ЦИК Азербайджанской ССР Самет Ага Агамалы Оглы. Одной из важнейших задач съезда был переход с арабского алфавита на латиницу. Азербайджан первым в тюркском мире реализовал эту идею. С 1 января 1929 года Азербайджан полностью перешел на латиницу. На съезде были рассмотрены вопросы языка, литературы, истории, этнографии, фольклора тюркских народов и проблемы методики преподавания родных языков. Участники анализировали вопросы терминологии, орфографии и особенности создания единого общетюркского алфавита. И сразу же могли на месте ознакомиться с публикациями по самым различным проблемам тюркологической науки, начиная с образования, литературы, искусства и культуры, издательского дела, которые демонстрировали огромное достижение тюркских народов за годы советской власти. И тогда Якутия стала положительным примером для многих республик. Сохранилась статья Исидора Никифоровича Барахова о том, как проходил этот съезд, и он там делится своими впечатлениями. Это были бурные прения, оживленные дискуссии, касающиеся, допустим, алфавита, транскрипции и орфографии. Об этих кадрах не знали ни историки, ни филологи вплоть до 1999 года. Кинодокументы были обнаружены в 1996 году известным ученым-тюркологом Юрием Васильевым. Работая с рукописями Анипадиса Сафронова, внимание ученого привлек один документ – пригласительный билет на просмотр 6 марта 1926 года в театре «Красный Восток» киносъемок первого тюркологического съезда. Сын Иван вспоминает: день, когда на кадрах отец увидел 3 славных сынов Якутии, он называл самым счастливым днем своей жизни. И он очень загорелся этим увидеть. Он хотел увидеть именно, вот, получается, практически вживую, вот, на кадрах наших основных вот, писателей, основоположников. Он поехал и в Баку через Москву, и там начал искать. Но сначала в Москве, кажется, он искал, ему показали очень короткий кадр
урезанный, потому что вот во время культа личности, говорят, там многих оттуда вырезали, и наших там тоже никого не оказалось. Сказали, что полный вариант должен быть в Баку, и он поехал в Баку, кажется, тоже в этом же году, в 98-м, и нашел там эти кадры. Ну, ему очень сильно помогли местные, союз писателей, он говорил. Сейчас по именам не вспомню, но многие ему помогали. Нашли, посмотрели, но получить прямо там не получилось, сделать копию. Обнаружена запись в 1999 году в архивах Москвы его отцом и передана затем в Государственное национальное хранилище кинодокументов, стала бесценным подарком, пролившим на свет на многие исторические факты. Поиск, а самое главное получение черно-белых записей длились несколько лет. Но благодаря упорству и многолетней кропотливой работе Юрия Васильева уникальные записи пополнили фонд видеоархива. А сейчас с Баку, с Азербайджана, мы переносимся в город Якутск, в республику Саха-Якутия. Я нахожусь около мемориального дома-музея Максима Кировича Аммосова. Здесь на протяжении многих десятилетий сотрудники музея бережно хранят историю об этом удивительном человеке, но здесь посетители музея могут узнать информацию о видных государственных и общественных деятелях. Когда наша делегация демонстрировала свою продукцию, то это действительно произвело очень большой эффект, фурор действительно, да? Поэтому наша делегация вернулась очень воодушевленная. Специалист дома-музея Максима Аммосова Любовь Алексеева отмечает, участие якутской делегации в первом тюркологическом съезде произвело фурор. Съезд в Баку проходил в непростое время, во время гражданской войны, но в обстановке подъема национального самосознания. 20-е годы для Якутии были не только переломными, но и особо продуктивными. В Якутске началась развиваться малая авиация и авиапочта. Появились такие крупные предприятия, как Алдан-Трест и Лорб. В Якутске заработала собственная типография. Издавались книги и учебники на якутском языке, и это было большим достижением. Начнем с того, что по инициативе Исидора Никифоровича у нас в 1925 году в городе Якутске появляется типография. То есть мы уже тогда уже приняли латиницу, и уже на латинице у нас уже были подготовлены учебники для школ, да, и поэтому уже мы могли их уже печатать, свои типографии, а не отправлять куда-то там в Иркутск и так далее, да, заказы делать. Вот. Появляются у нас общественно-политические журналы, такие как «Чулбон», да, газеты и так далее, учебники, как я уже сказала, и другая продукция печатная, это плакаты того периода и так далее. Мы уже показали уровень нашей образованности, да, уровень развития образования вообще в Якутии, просвещения и так далее. Во время съезда, вот вы мне говорили о том, что Исидор Барахов рисовал. Вот как раз зрители могут посмотреть. Да, вот, да. Перед вами пожалуйста, карандашные рисунки делегатов съезда, которые сделал Исидор Никифорович Барахов во время сессии. Каждому делегату что выдавали? Вот. Каждому делегату выдавали блокноты, на котором было по-азербайджански написано делегату первого тюркологического съезда. Первый тюркологический съезд сыграл огромную роль в развитии языка, письменности, литературы и культуры. А главное, в Баку впервые в истории тюркских народов принимается решение о развитии тюркоязычных народов и их языков. В конце 20-х годов тюркские языки Советского Союза перешли на новотюркский алфавит. Постепенно киргизы, узбеки, татары, туркмены, казахи, тувинцы перешли на латинский алфавит. Турецкий алфавит, основанный на латинице, был принят в 1928 году. И значительный вклад в это большое дело внесли молодые умы. 28-летний Исидор Барахов, Кюнде и немногим старшим из них Алампа. Kündü sahalar, Bağıtık'a, İz Süveh'ten Egerdeliğimin. Bugün Bakü Türkologiya Kongres Tuhunan Kepsetiyen Min Turaktı Kepsetiyen
Первый тюркологический конгресс, состоявшийся в Баку в 1926 году, является важным шагом в истории тюркологии. Для тюркских народов Сибири, которые раньше не использовали арабские буквы, это частично означал переход от кириллицы к латинице. Принятие латинских букв имеет большое значение для турецкого языка, так как это больше соответствует его звуковой структуре. Азербайджанские турки начали выпускать газеты на латинице уже с 1922 года, а к 1926 году использование латинского алфавита стало довольно распространенным и среди турок Кавказа. Бакинский тюркологический конгресс внес большой вклад в этот процесс и рекомендовал Турецкой республике и ее общинам использовать латинский алфавит. Первый тюркологический съезд проходил в 1926 году. Конечно же, прошло очень много времени, почти 98 лет. И вот когда находишься вот на этом месте, там, где была наша первая якутская делегация, конечно, испытываешь огромное волнение, гордость за то, что здесь происходило. Можно только предположить, что тогда чувствовали якутяне, и Сидор Барахов, Анипадис Сафронов, Алампай, Алексей Кюнда, когда прогуливались по этим мощенным улочкам, когда любовались Девичьей башней, о чем они думали и что планировали. Ну, скорее всего, конечно же, они думали о том, как будет развиваться Якутия, какой она станет через 100 лет. В Азербайджане знают и высоко ценят вклад Исидора Барахова как одного из организаторов тогда еще Якутской автономной республики. Исидор Никифорович Барахов прожил короткую, но очень яркую жизнь. Всего 40 лет. Но в течение этого времени он успел много сделать для своего народа. Долг ученых – найти, опубликовать и донести до нового поколения все материалы, связанные с жизнью этого великого человека. Көрі, алампай өрбітен, күнде исидер ырағы күңі көрбіттерен, бүгінгі анығы саха, ытық жоммут мәсуеннерен, сүрек қыр бұргар иңерен, умнума, түрәбіт түріт толың, ән бұстыбат бұяңын, келер кәнчәрі үтчаккар, керескін ұғар, өң кырсың.